Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Посольство Туркменистана открылось в Дохе, в Чоганлы появится новый культурно-развлекательный парк, вступил в силу закон Туркменистана о Меджлисе и другие новости. В рамках государственного визита президента Сердара Бердымухамедова в государство Катар состоялась торжественная церемония открытия посольства Туркменистана в Дохе. В торжественном мероприятии приняли участие руководители и представители аккредитованных в этой стране дипломатических представительств, а также МИД Катара. В Ашхабаде построят новый культурно-развлекательный парк. Он появится в жилом комплексе Чоганлы-Бахтиярлыкского этрапа. Министерство строительства и архитектуры Туркменистана объявило тендер на проведение работ. Заявки и предложения будут приниматься до 2 мая 2023 года. Вступил в действие закон о Меджлисе Туркменистана. Новый закон определяет Меджлис как представительный орган, осуществляющий законодательную власть в соответствии с Конституцией Туркменистана. Меджлис состоит из 125 депутатов. Депутатом Меджлиса может быть избран гражданин Туркменистана, достигший ко дню выборов возраста 25 лет и в течение предшествующих 10 лет постоянно проживающий в Туркменистане. Хакимлик Ашхабада напоминает о возможности оплачивать услуги жилищно-коммунального хозяйства через цифровой портал e.ashgabat.gov.tm. Через данный портал можно оплачивать онлайн-счета за воду, мусор, коммунальные услуги. Для этого достаточно иметь устройство с доступом в интернет и банковскую карту. На сайте также можно заказывать необходимые справки. В Ашхабаде прошла международная конференция, посвященная основным направлениям и возможностям развития туризма. В конференц-зале отеля «Арчебиль» собрались представители туристического сектора из Китая, России, Болгарии, Хорватии, Ирана, Узбекистана, Киргизстана, Турции и Республики Корея. Все они проявили заинтересованность в развитии дальнейших профессиональных связей с туркменскими коллегами в сфере туризма. В городе Аркадак появились два новых этрапа – Киаризек и Горджоу. Они образованы в соответствии с постановлением Меджлиса Туркменистана. Документ также предписывает Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана произвести в установленном порядке описание административных границ этрапов города Аркадак. Международный аэропорт столицы Казахстана перейдет на использование технологии Face ID вместо посадочного талона. Документ о переходе на новую систему был подписан на выставке в Амстердаме. Переход будет осуществляться в сотрудничестве со швейцарской компанией СИТА. Аэропорт Астаны признан самым лучшим аэропортом среди столиц Центральной Азии. Находится на 2-м месте среди самых загруженных в Центрально-Азиатском регионе и на 12-м месте по степени популярности среди стран СНГ. Актер Уильям Дефо сообщил, что вновь готов сыграть роль Зеленого Гоблина. По словам актера, ему понравилось играть отрицательных персонажей в фильмах вселенной Марвел. Дефо известен ролями в таких кинолентах, как «Дикие сердцем», «Последнее искушение Христа», «Лига справедливости», «Аквамен». Портал Гол опубликовал обновленную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч». Первое место в списке занимает нападающий ПСЖ и капитан сборной Аргентины Лионель Месси. На второй строчке расположился норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холланд. На третьей позиции значится француз Килиан Мбаппе. Сборная Ирана по футболу начала подготовку к контрольной встрече против сборной России. Команды проведут матч 23 марта в Тегеране на стадионе Азади. В понедельник иранская команда провела первую тренировку под руководством специалиста Амира Галинои. В матче по личным причинам не сможет принять участие форвард туркменского происхождения Сердар Азмун. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркмен-портал – ваш самый надежный источник новостей.